Внешний государственный долг Таджикистана достиг почти 40% ВВП к сентябрю 2020 года в сравнении с 36,6% ВВП в конце 2019 года. Только за первые 9 месяцев этого года страна привлекла 369,5 миллиона кредитных средств. Об этом говорится в докладе Всемирного банка о Таджикистане «Замедление экономики на фоне пандемии». Поскольку Таджикистан подвержен высокому риску долгового дефолта, любое новое нельготное заимствование денег делает госдолг еще менее устойчивым, отмечается в документе. По данным Всемирного банка, Таджикистан находится в группе стран, которые недавно подали заявление, чтобы стать бенефициарами инициативы стран Большой Двадцатки о приостановке обслуживания долга. То есть из-за экономического кризиса правительство Таджикистана просит финансовые организации заморозить выплаты, тем самым перекладывая выплату долгов на плечи следующих поколений. Внешние займы властей Таджикистана вызывают массу критики среди экспертов и населения страны. С одной стороны, ростовщические операции считаются большим грехом согласно исламу, который чтят и соблюдают в стране. А кроме того, кредит является одним из самых распространенных инструментов колониального господства крупных держав. Напомним, что в 2011 году режим Рахмона уже передал Китаю 1% от территории Таджикистана, более 1000 квадратных километров земли в Восточном Памире. Очередная часть территории также была передана в октябре 2020 года, а передача или предоставление в разработку золотоносных рудников уже стала обыденностью. Почти все компании-разработчики таджикских недр являются китайскими.